Кыргызстан – родина людей многих религий, национальностей и культур, зачастую с разными взглядами на прошлое, настоящее и будущее. Но всех нас объединяет стремление к достойной и счастливой жизни. Сегодня уровень социальной ответственности государства, очевидно, недостаточен. Руководители на местах не всегда горят желанием защищать интересы простых людей, быть внимательными к их просьбам, бороться за справедливость, оказывать поддержку. Проблемы, накопившиеся в республике, очевидны. И скажу одно, что для меня главным остается человек и его благополучие. Мне ближе социальное направление. Это сфера здравоохранения, образования, культуры, развития молодежи, равноправия. На этом я строю свою программу. Подробно о ней можно прочитать в моих агитационных материалах. Страна нуждается в новой госполитике, направленной на справедливое распределение бюджетных средств, поддержку традиционных культурных и семейных ценностей, сохранение светского государства. Моя цель – любыми законными методами построить новое общество социальной справедливости, сохранив традиционные ценности. Свою ответственность перед страной я вижу в охране благополучия жизни своих земляков, сбережении населения республики. Народ никогда не требует чего-то невозможного. Людям необходимо ощущение безопасности, гарантии свободы, реализация права на бесплатное образование, лечение, высокооплачиваемую работу. Я убеждена, депутат обязан быть устремлен в будущее, думать перспективно, уметь планировать развитие на несколько десятилетий вперед. Этому стандарту я старалась соответствовать всегда. Собираюсь следовать и впредь. Главное для меня в качестве депутата – решить первоочередные задачи в социальной сфере. Необходим пересмотр социальных законопроектов, направленных на субсидирование государством затрат на образование и профилактику здоровья, на постоянную индексацию пенсий в соответствии с инфляцией и в зависимости от стоимости потребительской корзины, на софинансирование государством расходов граждан на приобретение лекарств, если затраты превышают 15% от суммарного дохода. В первую очередь для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан, на реконструкцию и благоустройство жилых массивов, многоквартирных микрорайонов в каждом регионе и муниципалитете. Особенно это касается Бишкека и его окраин. Проживание здесь должно быть удобным, комфортным и престижным. В период пандемии время показали, что реформы в медицине не дают положительных результатов. В итоге мы имеем низкий уровень качества услуг и недостаток квалифицированных специалистов, слабый уровень оснащения лечебных заведений и долголетнее отсутствие ремонтов больниц и поликлиник. Требуется кардинальное изменение подходов к системе организации здравоохранения со стороны государства, сформировать программу закрепления молодых специалистов и утвердить в бюджетном кодексе систему софинансирования заработной платы медицинских работников из фондов развития регионов, отказаться от системы равенства оплаты труда медицинских работников, ввести повышающий коэффициент за качество и количество пациентов, внедрить государственную программу цифровизации медицинских учреждений на основе государственно-частного партнерства, изменить правила поведения конкурсных процедур госзакупок в системе здравоохранения. На здоровье граждан экономить недопустимо. Только увеличение количества высокообразованных людей позволит стране выйти на новый уровень – социальный, экономический, культурный. Но чтобы вырос человек, полезный и инициативный член общества, для начала надо его воспитать, вложить знания, сформировать фундамент для дальнейшего развития, разработать и внедрить программу реального повышения квалификации школьных учителей в соответствии с критериями современной подготовки, стимулировать повышение квалификации, расширить доступность получения дополнительного образования педагогами, изменить систему обеспечения образовательных учреждений на подушевое финансирование, сохраняя при этом единый минимальный объем для каждой, даже сельской школы, увеличить финансирование муниципалитетов на организацию транспортного сообщения «Дом-школа» для детей младших классов, внести в программу Минкульта раздел реальной финансовой поддержки неформальных творческих молодежных коллективов и студенческих образований. Дети получают образование, вырастают и часто уезжают временно учиться и работать в другие страны, а затем остаются там жить. Мы теряем самое ценное для страны – человеческий капитал, потому что молодые не хотят оставаться жить в стране с минимумом возможностей для роста. Даже успешные, талантливые, инициативные сталкиваются с огромными проблемами в Кыргызстане. Элементарно выживить представителю молодого поколения в нашей стране непросто. Государство обязано предоставить стартовые возможности для профессионального и социального роста,
а главное – вселить веру в молодых, что будущее республики зависит от них, что развитие страны возможно только с их участием, расширять условия получения бюджетного высшего образования с гарантией последующего трудоустройства, с достойной оплатой и возможностью повышать квалификацию, поставить под контроль реализацию программы обеспечения бесплатным жильем семей молодых специалистов бюджетных учреждений образования и здравоохранения. Много лет говорится о необходимости поддержки предпринимательства, но вопреки заявлениям чиновников, на деле продолжаются трудности с ведением бизнеса, кабальным и сложным кредитованием для расширения дела, отсутствием реальных государственных рычагов поддержки начинающим предпринимателям и так далее. И в итоге акценты малого бизнеса все более и более смещаются в сторону торговли. Необходимо запустить программу государственной финансовой поддержки начинающих предпринимателей в виде субсидирование процентных ставок по кредитам на организацию и ведение бизнеса, налоговые каникулы на 2 года для инновационных и производственных проектов, создание бизнес-акселераторов, где на практике при поддержке специалистов будут получать помощь молодые предприниматели в сфере IT-технологий. Уважаемые избиратели, 27 февраля состоятся выборы в Джорку-Кенеш по Первомайскому району. Их результат важен для города, страны, лично для каждого. От вашего голоса во многом зависит, пойдет ли наше государство по пути развития или опять застрянет в режиме ожидания. Будет ли ваш представитель в парламенте просиживать штаны или отстаивать интересы людей, принципы справедливости, строить порядок. Ежедневно через моих агитаторов я получаю наказы и предложения, которые легли в основу моей программы. В ней сформированы пути решения проблем в здравоохранении, образовании, культуры, безопасности, благоустройства, формирование зарплат и пенсий. По сути, это план моих действий в парламенте на ближайшие годы. Призываю каждого из вас 27 февраля прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор. Поддержать меня не только словом, но и делом. Только вместе мы добьемся процветания нашего Кыргызстана.